2025 год Победы и патриотизма. Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ, в соответствии с которым в республике 2025 год объявлен Годом Победы и патриотизма. Документ подписан в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в целях увековечивания великого подвига, героизма и самоотверженности ветеранов войны и тружеников тыла. И понятное дело, этот праздник будет отмечать вся Россия. Юрий Витальевич Дадюков, воодушевленный указом главы республики, решает установить мемориальный памятный бюст вождя всех народов генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина в своем селении, деревне Харабыр Красночитайского района, возле дома своего деда, участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красной Звезды Дадюкова Ефима Николаевича. Маленькая справка. Дадюков Юрий Витальевич служил в советской армии в авиационной части, присягал на верность родине, в звании капитана демобилизовался. Он писатель, краевед. Свыше 10 книг увидели свет. Член Чувашской национальной академии. И еще, что немаловажно, он почетный донор России, награжден памятным знаком. Будем жить дальше. А эта статья из газеты «Чебоксарская правда» от 20 ноября 2024 года. Кому в Чувашии помешал символ Великой Победы? 7 ноября в деревне Харабыр Красночитайского района торжественно был открыт бюст Иосифа Сталина, верховного главнокомандующего вооруженными силами СССР, под руководством которого советский народ одержал великую победу над фашистской Германией. Его установили возле дома участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красной Звезды Дадюкова Ефима Николаевича. Его внук Юрий Дадюков, коммунист и известный краевед, заказал на свои средства изготовление бюста коллеге по партии, скульптору Николаю Шемякину. Это уже второй бюст Сталина в Чувашии. Первый Николай Шемякин установил в деревне Вудабуси Канадского района на Аллее Славы перед своим домом. Конечно же, такое событие не смогли пропустить коммунисты и все патриоты нашей Родины. Многие из них сейчас собирают гуманитарную помощь для наших бойцов в зоне военной спецоперации, плетут маскировочные сети и всей душой болеют за наших ребят на передовой. Все понимают, что наша страна сегодня снова в опасности и ведет борьбу за свой суверенитет против возрождающегося на Западе неофашизма. И установка бюста Сталина в преддверии приближающегося 80-летия Великой Победы – это знаковое событие. Наше дело правое. Победа будет за нами. Эти слова Иосифа Виссарионовича Сталина как нельзя лучше отражают сегодня настроение всего патриотического общества России. К открытию бюста в деревне собрались гости, однако вскоре к дому ветерана Великой Отечественной войны прибыл наряд полиции. Полицейские наблюдали со стороны, ни о чем не предупреждали.
А позже в отношении Юрия Дадюкова было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2, статья 20/1. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собраний, митинга, демонстраций, шествия или пикетирования. Похоже, представителей власти смутила массовость мероприятия. Хотя митинга не было, отсутствовали партийные флаги, как это принято на митингах, не было звуковых усилителей. Да, наш коммунист Юрий Дадюков первоначально установил бюст на муниципальной земле. Чтобы узаконить ее, надеюсь на содействие местных властей. 7 ноября он был готов передать бюст на баланс муниципалитета, но местные власти не изъявили такого желания. Тогда Юрий Дадюков переместил бюст полностью на свою территорию, то есть устранил правонарушение, и наказывать его не за что. Случившееся напоминает борьбу с советскими памятниками на Украине. Больно, что в Чувашии местные власти пытаются задушить инициативу коммунистов увековечиванию Великой Победы. Комментируя случившееся, депутат Государственного совета Чувашской Республики Александр Михайлович Андреев заверил коммунистов, что обязательно поставит в известность председателю ЦК КПРФ, руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадия Андреевича Зюганова о действиях местных властей, которые хотят омрачить в Чувашии празднование 80-летия Великой Победы. Мы обращаемся к руководству Российской Федерации, Чувашской Республики с призывом дать энергичный отпор попыткам местных властей запугать жителей, патриотов своей родины угрозой судебной расправы и административными штрафами. Несмотря на административное давление и прессинг, коммунисты Чувашии не откажутся от своей деятельности по увековечиванию памяти советских руководителей и военачальников, благодаря которым Советский Союз одержал победу над фашистской Германией. Пресс-служба Чувашского райкома КПРФ.